столицы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напоминаю, что она одновременно выходит на телеканале НВК Саха и на радио Тетим Саха Раджета. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать вопросы по многоканальным нашим телефонам 32 00 66 32 11 66. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Екатерина Голикова. Ведущая передачи Любовь Сарватская. Сегодня наша передача будет посвящена одному из самых ожидаемых событий зимнего сезона — республиканскому фестивалю «Зима начинается с Якутии». Этот яркий праздник традиционно открывает новогодние торжества в нашем городе и собирает множество участников и гостей. Об этом мы поговорим с нашими гостями, с Арданой Семеновной Брызгаловой, начальником управления культуры и духовного развития города Якутска, и с Ириной Евгеньевной Седовой, с начальником департамента предпринимательства и туризма города Якутска. Давайте начнем. Что интересного организаторы приготовили для горожан фестиваля в этом году? Наверное, вопрос к вам, Сардана Семеновна. Добрый вечер. В этом году в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» подготовлены очень интересные мероприятия. Их будет 27. Начнется все 23 ноября. Открываем фестиваль 23 ноября, и 1 декабря зажжением елки завершается. В этом году мы постарались тоже учесть все такие важные моменты, которые ежегодно у нас происходят. И 23 ноября, это как в новинку, мы в здании Сахатеатра открываем фестиваль, то есть там будут... Мероприятие само как презентационный формат будет иметь. Мы презентуем наш известный конкурс уже международного уровня «Бриллианты Якутии», Строганина, праздник Строганины, который уже полюбился жителям Якутии, также имеет тоже очень много гостей ежегодно. И «Вкус Якутии» фестиваль. Формат свободный, всех приглашаем, будет очень интересно, презентации, выставки, фойе Сахатеатра, живое выступление музыкальных групп будет. В общем, мы очень сейчас готовимся, волнуемся, так как такого формата открытия у нас в этом году впервые. Вот вы сказали, что с 23 ноября в течение недели, по-моему, вплоть до окончания, 30 ноября, будет проходить конкурс ледовых и снежных фигур. В этом году сколько участников команд приезжает, и будут ли у нас участники из-за пределов, и кто входит в состав жюри? У нас буквально 2 ноября прошел отборочный тур. Заявок было много, 34, это большое количество, так как направление специфическое. Участвуют довольно-таки именитые мастера по всем направлениям. Конкурс льда и снега традиционно будет. Отобраны 20 команд. Международное участие тоже предполагается в этом году, достаточно такое интересное. Участвуют Перу, Иран, 2 команды из Китая и Монголия. Это наши международные участники. Команды из Российской Федерации, тоже 4 команды отобраны с жюри. Это город Новосибирск, Ямал, Санкт-Петербург и Хабаровск. И, конечно, наши улусы, районы принимают участие. 8 улусов отобраны. Это Анабарский, Нюрбинский, Верхневлюйский, Вилюйский, Мегино-Хангаласский, Усть-Алданский, Татинский и Хангаласский. Из города Якутска 4 команды будут представлять. Поэтому отбор такой очень интересный. Состав жюри из 5 человек. Имена сейчас озвучивать пока не хочу, потому сохраним немножко интригу. Да, мы отдельно об этом тоже расскажем, покажем. Международное участие тоже предполагается. Именитые мастера, победители разных лет будут принимать участие. И во главе нашего председателя Евгения Владимировича Дорожкина, который курирует этот фестиваль. А основные площадки проведения ледовых и снежных фигур — это также остается площадь Орджоникидзе и на 202-м? Северное сияние, ледовый парк, совершенно верно. Мы этот формат оставляем. 23-го открываемся, 24
24-го еще Блиц-конкурс. В этом году тема «Народные северные сказки». Очень интересная тема, то есть мастера будут изготавливать скульптуры ледовые на тему сказок, народных сказок. То есть наши международные гости должны будут сначала прочитать наши народные сказки Севера, так получается? Да. Будет очень интересно. Мы надеемся, что зрители тоже придут 24 числа на площадь Орджоникидзе. Прям с самого утра, да? Да, с самого утра, с 9:30 у нас этот блиц-турнир начнется, и будем воочию наблюдать, как изготавливается такие... Лед уже сейчас как произведение искусства, как отдельное произведение искусства можно обозначить. Ну и потом все эти красивые фигуры, которые принимают участие, остаются достоянием и украшением нашего города до самых солнечных весенних лучей. Да? Ирина Евгеньевна, теперь вопрос к вам. В рамках «Зима начинается с Якутии» ежегодно, уже не помню, наверное, в который год, вы, наверное, об этом расскажете, проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». В этом году какие рестораны принимают участие? Будут ли у нас гости с Российской Федерации, может быть, будут тоже также принимать международные участники? Расскажите, пожалуйста. Всем добрый вечер. Да, в этом году «Вкус Якутии» у нас проводится уже 12-й раз. Сейчас пока у нас заявилось уже 10 команд. Это наши топовые рестораны: Мусхая, Китчен, Таракутуга, Река Озеро Лес, Тегандархан, Аврора, Чукча. Ну, еще где-то порядка 6, наверное, команд к нам присоединится. Значит, у нас жители, как вы знаете, очень ждут наш «Вкус Якутии», потому что это очень хорошая возможность в течение целой недели попробовать невероятные вкусы, попробовать невероятный гастрономический сет, который разрабатывается ежегодно конкретно под этот конкурс «Вкус Якутии». Шефы нас балуют просто какими-то сумасшедшими изысками, абсолютно фантазийной подачей и так далее. Некоторые жители, одни из моих знакомых в том числе, прямо в течение недели ходят в каждый ресторан, чтобы попробовать эти разные сеты, потому что в течение всех 7 дней во всех этих ресторанах, которые у нас являются участниками «Вкус Якутии», будут подаваться, эти сеты будут доступны. Также очень многие рестораны делают упор на максимальное привлечение жителей и гостей, поэтому какие-то театрализованные представления устраивают, какие-то музыкальные номера дополнительные, которые в обычное время не проводятся. То есть это все связано с ярким праздником, с наступающим Новым годом и с нашим вот этим событийным мероприятием «Вкус Якутии». А в состав жюри фестиваля кто входит? У нас обязательно департамент предпринимательства, как один из соорганизаторов. Тымырова Татьяна Александровна, тоже у нас соорганизатор нашего конкурса, Ассоциация рестораторов. Обязательно нас курирующий замглавы. Также мы иногда приглашаем Министерство предпринимательства, либо Агентство по развитию туризма. Также у нас обязательно наш именитый шеф. В прошлом году у нас, например, был Николай Атласов, до этого у нас был Павел Габышев. То есть в этом году еще мы думаем, да, то есть кого привлечь, потому что есть несколько вариантов. И также у нас обязательно еще мы привозим каждый год какого-то крутого именитого шефа с Российской Федерации. В этом году у нас шеф будет Павел Васильев, то есть он довольно-таки известный во всей России. Сам он с Новосибирска, сейчас он работает в Москве. На его счету, вообще 20 лет он занимается гастрономией, на его счету более 50 крутых проектов. Сейчас мы с ним, он дал уже нам предварительное согласие. Он, готов и обучение, и мастер-классы провести. Также, естественно, порекламировать во всех своих страничках, в соцсетях наше мероприятие. Он вообще в Якутию приезжает первый раз, поэтому мы его прям хотим удивить максимально и нашей продукцией, да, и нашей кухней, и нашими местными продуктами, и подачей. В общем, то есть, как говорится, по полной программе, потому что человек пока не был в Якутске, еще пока не знает, насколько у нас здесь все круто, гостеприимно и вкусно. Поэтому упор делаем тоже на это в том числе. О 2 мероприятиях, самых, наверное, главных, которые в рамках «Зима начинается с Якутии», мы с вами поговорили, а Сардана Семеновна, помимо бриллиантов Якутии, вкуса Якутии, какие еще мероприятия будут и охватывают ли они вообще все возраста наших гостей и жителей
нашей столицы. Ну, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» мы отдельную тоже программу готовим, то есть это по учреждениям культуры готовятся разные конкурсные моменты, тоже есть выставочная часть, тоже приуроченная к этой теме. Ну и также 30 ноября, как отдельное мероприятие, мы берем Зимафест. Это как бы зона такая, охватывающая в себе все направления выставок, мастер-классов, разных каких-то вот активностей, которые будут происходить во время строганины. То есть у нас в 12 часов дня Триумф открыт для гостей. Там у нас начинается внутри вот с часу концертные программы параллельно будут проходить, разные телевизионные представления, детские, взрослые, творческие коллективы города Якутска, а также государственные учреждения принимают участие. Участников достаточно, ну, как ежегодно. И в рамках вот Зимафест хочется создать такую атмосферу волшебства. То есть приближается Новый год, мастера наши, опять же, свои вот красивые изделия выставляют в виде каких-то вот сказочных персонажей. Мы постараемся очень красиво как-то подать, чтобы каждый пришедший на это мероприятие ощутил себя в зиме. То есть зима начинается, приближается Новый год, волшебство, и вот эту атмосферу мы как организаторы должны создать 30 ноября в Триумфе. Насколько я помню, вот в прошлом году на втором этаже вот Зимафест проходила для маленьких детей, в том числе и, ну, помимо вот мастер-классов, выставлялись и выставки, и какие-то интерактивности для детей. По-моему, сеть библиотек организовывала, в том числе НВК Сахама тоже принимали участие. В этом году также будет. Да, конечно. Заявок очень много. Мы сейчас должны выстроить схему, содержательную маршрутизацию сделать. То есть и музейные учреждения тоже очень хотят, отдельные предприниматели, мастера тоже очень хотят выставиться. Ну и, конечно же, не забываем про содержательную часть. Будем делать отбор. И согласно концепции выстроенной вот этого, ну, дорожной карты, маршрутизации, и мы будем выстраивать вот эти темы. Ну, раз мы затронули 30 ноября Триумф, да, тогда расскажите нам, пожалуйста, про конкурс строганина. По-моему, самый после вкуса Якутии, наверное, самый ожидаемый и вкусный. Да, ну конкурс строганина у нас такой один из самых ожидаемых фестивалей, праздников зимы. Вот, как я уже сказала, арена Триумфа будет полностью, ну, превратиться в зимний, чуть не сказала сад, в зимнее такое волшебное пространство северное. Основным действием вот в 3 часа у нас сам конкурс начнется, 16 команд, которые вот 23-го мы представим в Сахатеатре торжественно. Они уже будут в своих костюмах, уже настроенные на победу. Конкурс сам у нас в 3 часа начинается, и работа жюри, ну, традиционно все проходит. И вот как мои коллеги сказали, в этом году мы нововведение вот конкурсу «Якутский нож Сахабыгага» тоже как-то вот постарались очень как-то зрелищно оформить. 8 участников уже отобраны. Это будут именитые мастера, которые занимаются изделием якутского ножа. То есть вот недавно же в Москве прошел конкурс «Клинок», где, кстати, наши якутские мастера очень хорошо, ну, выступили, заняли призовые места. И это как бы тоже нас обрадовало. И в составе жюри мы хотим пригласить уже победителей, которые представляли, кстати, город Якутск. Очень такое зрелищное мероприятие в рамках строганины готовим. Будут резать эти, ну, как тесаки, помните? Лед рубят, потом этим же. Ну, участвует только одно изделие.
лед, дерево, мясо, ну Бумага. и дальше, ну, бумага, нитка. Что попадется. Да, я надеюсь, что нашим гостям это запомнится, ну и будет импульс для наших мастеров, потому что пропаганда наших якутского ножа сейчас как бы идет очень такая мощная. Это и работа мастеров, и импульс для молодых, кто собирается заняться этим делом. То есть там на площадке самооковка будет этих ножей? Нет, уже готовые изделия друг с другом конкурируют. Уже на прочность, уже в деле. Все понятно. Вот у меня нож, и этот нож мой самый лучший, все рубит. И с ним ничего не происходит. Все понятно. А потом они конкурсантам строганины передают, и они этими же клинками, наверное, строгать будут, да? На самом деле, вот якутский нож и строганина — это же как бы одно целое. Да. И вот по строганине в этом году, ну, как всегда, оценивается качество, скорость разделывания рыбы. Потом в этом году мы не ограничиваем состав команд, то есть если раньше была женщина-мужчина, то в этом году может быть и женщина с женщиной, мужчина как бы с мужчиной, не ограничиваем. То есть это наоборот интересно, потому что в прошлых годах было очень много заявок от прекрасной половины. Вот у нас двое, мы всех победим в этом плане, поэтому... Чтобы не обижать никого, по гендерному различию. Посмотрим. Посмотрим. Ну, из года в год, на самом-то деле, вообще уровень самого конкурса строганины прямо растет с геометрической прогрессией, да, прямо там такие шедевры за такое короткое время, когда ты сам на кухне разделываешь рыбу, да, и казалось бы, да, как можно так на скорость. Ну, в этом году посмотрим. Да. Кстати, а потом угощают гостей просто вот пришедших шедеврами строганины? Ну, в какой-то момент, да, это должно произойти, потому что у нас же, видите, как все равно, пока жюри будет измерять там высоту, качество и так далее. Ну, после того, как оценка прошла, потом угощают гостей, да, пришедших? Да, ну, постараемся сделать, как в прошлом году. Я в прошлом году была в качестве зрителя, и если человек опоздал, то там есть возможность приобрести, купить, попробовать строганину у ресторанов, опять же, да, у предпринимателей, поэтому, в принципе, с этим было все нормально. Я просто сейчас время точной раздачи не могу сказать. Чтобы не создать ажиотажа. Да, ну и как сам конкурс пройдет, тоже по времени невозможно рассчитать точно. Вот во столько закончится конкурс. Это зависит от работы жюри и от конкурсантов тоже зависит. А вход на мероприятие платный? Вход на мероприятие нет. Бесплатный. То есть любой житель в любом количестве могут прийти. Да, приходите с 12 часов дня 30 ноября в Триумфе, чтобы занять самые хорошие места. Ну и тогда вопрос, наверное, к вам, Ирина Евгеньевна. Вот кроме конкурса строганины, там завершения каких-то награждений победителей, да, конкурсов, Зима-фест для детей у нас там будет, а что-то из торговли будет представлено в Триумфе? Да, конечно, у нас традиционно также на арене с левой и с правой стороны. Значит, слева у нас будет располагаться ярмарка-выставка местных товаропроизводителей, то есть там у нас будут представлены наши основные, значит, местные мастерицы под брендом «Сделано в Якутии», в том числе «Аяр». Значит, там можно будет купить все, начиная от детских деревянных игрушек и заканчивая как бы там украшениями, да, то есть весь полностью ассортимент будет представлен на выбор как бы жителей, пожалуйста. У нас там в прошлом году у нас было порядка 20, значит, точек. В этом году еще больше планируется. А с правой стороны у нас, так же как в прошлом году, будет, значит, фестиваль проходить, «Путешествие за вкусом» называется. Это коренные наши малочисленные народы Севера будут полностью представлять свою кухню. Тоже все это всегда очень красиво обыграно, с юртами, с какими-то поделками, то есть даже чучело животных были в прошлом году. Ну, было очень интересно, да, все обыграно. И они будут, да.
это представлять. Дорогие радиослушатели и телезрители, мы буквально прервемся на несколько минут на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о предстоящем международном фестивале, который пройдет у нас 24 ноября. Зима начинается с Якутии. Добрый вечер, радиослушатели и телезрители. Напоминаю, в эфире передача «Якутск сегодня». Сегодня мы говорим о подготовке к предстоящему международному фестивалю «Зима начинается с Якутии». Напомню, что у нас сегодня в гостях находится Сардана Семеновна Брызгалова, начальник управления культуры и духовного развития города Якутска, и Ирина Евгеньевна Седова, руководитель департамента предпринимательства и туризма, также городского округа город Якутск. Перед уходом на рекламную паузу мы с вами говорили, будут ли представлены у нас ярмарка на закрытии 30 ноября в Триумфе. Да, но я повторяться не буду. Думаю, что нас все услышали. Я просто хотела досказать информацию, которая связана с путешествием за вкусом. Это наши коренные малочисленные народы Севера. Они в прошлом году первый раз участвовали, им очень понравилось. То есть в этом году они к нам заранее также вышли с просьбой также им организовать проведение данного фестиваля. Значит, они готовят тоже свою местную продукцию, все это очень интересно обыгрывают. И театрализованное представление будет, и сами будут представлять свою кухню с обязательной дегустацией. Вот, то есть будет обязательная дегустация для жителей. Вот, то так есть что приходите, а потом сразу конечно, купить, да? Конечно, это тоже будет интересно, вкусно, поэтому обязательно тоже приходите. Напомню нашим телезрителям о том, что мы находимся в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Девушки, я думаю, что готовы ответить на все вопросы. Ну и самым таким ожидаемым мероприятием, которые, наверное, ждут не только горожане, но и гости. Именно почему зима начинается с Якутии, это, конечно же, зажжением первой в России елки, да? Сардана Семеновна, расскажите, пожалуйста, в этом году как у нас пройдет? Ну, 1 декабря тоже вот волшебный день, день зажжения елки, самой северной, да, и в 5 часов вечера 1 декабря мы наше мероприятие начинаем, тоже зажигаем нашу елку. Традиционно очень все должно пройти ярко, красиво, организованно, очень много народу это мероприятие, как это событие ждет. Оно уже не только у нас в регионе, вот когда мы ездим по другим нашим регионам, даже по другим странам, они, Якутию, понятно, что признают, знают только по нашей зиме. И вот несколько раз у меня спросили, а как вы в такой холод, столько много народу, там же в интернете все фотографии и так далее имеются, как вы это организовываете, как у вас все это, вот люди танцуют, поют, микрофоны даже ставите, да? Ну я говорю, да, у нас вот все очень как-то с каждым годом, приспосабливаемся, и хочется, конечно, без долгих ожиданий чтобы этот момент выдержать. Конечно, в этом году тоже вот с организацией, с департаментом предпринимательства мы совместные какие-то вот интересные моменты готовим. Ирина Евгеньевна сама сейчас об этом расскажет. А наша задача все очень вот схематично на площади Орджоникидзе выстроить, то есть сцену чуть-чуть будем передвигать, по сценарному тоже ходу посмотрим. Ну и наши герои, Чесхан, Дед Мороз, которые придут, зажгут нашу елку, тоже там будут очень интересные моменты, то есть не один день, закрепляем все от начала. То есть если мы 23-го стартуем, к 1 декабря мы должны уже какую-то точку
сделать, то есть зажжение вот самой северной елки. То есть действительно зима начинается с Якутии. Ну и в прошлом году площадь Орджоникидзе у нас украсила новая елка, да, с новой вот чашей. Очень много споров, разговоров насчет этого было. На самом деле, мне кажется, очень прекрасное решение было окружной администрации города Якутска обновить елку. Совершенно согласна. Ну и тогда, продолжая тему вот зажжения елки, Ирина Евгеньевна, расскажите нам, какие фишки в этом году, какие изюминки, ради чего придется прийти 1 декабря морозиться. Да, я вот просто хочу еще дополнить Сардану Семеновну, что в прошлом году же у нас на площади собралось больше 4000 человек, и вот с дрона же все снимали, было очень красиво, и был очень красивый видеоролик, и я специально посчитала, с 15 городов написали родные и близкие, что это вообще просто мега круто, такая елка, такой красивый фонтан, ну вот с чашей, да, фонтана. И действительно, такие морозы у нас же, помните, было очень холодно в прошлом году, под 50 градусов, и все равно столько людей пришло и с детьми, и с семьями, и было как бы круто и весело, и всем было очень интересно, и это было красочно. Поэтому, конечно, в этом году мы надеемся, что планку мы точно не уроним, а только как бы увеличим количество гостей и жителей наших. Вот, значит, обязательно у нас в этом году также традиционно уже будет автоколонна, которая тоже у нас пользуется успехом. В этом году у нас уже 30 машин заявилось, то есть гораздо больше, чем в прошлом году. У нас каждый год с нарастающим. А эти грузовики, это кто? Это сами предприниматели, наши крупные предприниматели, типа Гормолзавода, хлебокомбинатов, АПК Якутия, то есть все наши крупные СКИФ, ну, то есть все наши крупные товаропроизводители, это их грузовички, они их сами украшают. В этом году тоже они еще обещали поработать над иллюминацией, чтобы прям очень все хорошо и красиво было украшено. Также тоже думали, что такое нового нам сделать. Знаете, наподобие есть же вот этот бразильский карнавал, да, который проходит летом. Мы решили, почему бы нам что-то не сделать зимой, да. Тоже что-то будет типа карнавала, будут ростовые куклы. То есть наши там Дед Мороз с Чисханом тоже, скорее всего, поедут на открытой платформе, значит, среди вот этой автоколонны. И также у нас будут ростовые куклы. У нас будет представлен наш бык холода и олень, это значит наше украшение, которое у нас на елке присутствует, и также присутствует в нашем бренде «Зима начинается с Якутии». Вот. Ну и со временем, да, мы хотим вот увеличивать это количество этих, значит, персонажей. У нас идет упор на персонажей якутских сказок. Поэтому хотим максимально обыграть, и в этом году вот тоже что-то новое сделать. Также колонна пойдет, значит, с площади Орджоникидзе и до площади Дружбы также будет идти, то есть будет возможность тоже это все сфотографировать, посмотреть, даже проследовать рядом с этой колонной, потому что они очень медленно будут двигаться. Ну, поэтому вот планируем в этом году вот так тоже сделать. Ну вот, вспоминая вот прошлогоднее зажжение елки, конечно, ну, не только, наверное, дети, но и взрослые хотят немножко волшебства, да, перед Новым годом, все-таки перед новогодней суетой немножко схватить, загадать желание и ждать долгожданного наш Новый год, да. Но немножко был транспортный коллапс. Может быть, какие-то есть советы для наших горожан, где лучше парковаться, приезжать на машине или воспользоваться услугами такси. В этом году как-то что-то для удобства автолюбителей будет предпринято? Ну, сейчас в любом случае мы отрабатываем этот вопрос. Ну, во-первых, в любом случае будет, то есть жители должны учитывать, что будет перекрыто как бы на это время, ну, где-то, наверное, часа на полтора будет перекрыта дорога, потому что колонна должна сформироваться, потом она весь путь этот должна пройти, поэтому, конечно, нежелательно как бы вставать где-то прям совсем близко к площади, потому что сразу единовременно народ пойдет уже разбредаться. Почти все у нас это автолюбители, которые сразу пойдут к своим машинам и прочее. Конечно, будут парковаться и во дворах домов и так далее. Ну, конечно, идеальный вариант прийти пешком,
где-нибудь рядышком, да, ставить машину, чтобы потом спокойно, не спеша выйти, спокойно выехать, никуда не торопиться, тем более, если будет позволять погода. Все-таки по прогнозу не планируется 52, как в прошлом году, поэтому будем надеяться, что погода нам подыграет и будет вообще замечательно. Говоря уже тогда о зажжении елки, установка ели нашей новогодней когда будет на площади Орджоникидзе? Ну, елку уже буквально вот на днях начинают устанавливать, и до 20 ноября, ну, должны, как бы у нас фестиваль начинается, там уже мы будем строить сцену по конкурсу льда. То есть участники уже придут, вот когда Блиц-турнир начнется 24 ноября, там елка должна уже занять свое место. И ледовые скульптуры, которые будут делать наши конкурсанты, уже занимают свои определенные места. Поэтому вот как сегодня уже начали на площади Республики устанавливать елку, мы на Орджоникидзе тоже на днях начинаем работу. А ледовые скульптуры, они будут подсвечены? Подсветку, да, подсветку мы предусмотрели, хочется это сделать как-то очень лаконично, интересно, как будто бы изнутри, но, опять же, погодные условия, наши техники сейчас рассчитывают по нагрузкам, сколько электроэнергии, опять же, оргмоментов очень много, так как и вот с парковкой все должно быть как-то вот высчитано, выстроено, поэтому сейчас все в работе, но да, мы планируем, что будет и подсветка, и в других тоже у нас на площадях, в прошлом году в парке культуры, например, вот эту елку уже установили, которая по наследству досталась от Орджоникидзе. Кстати, она очень хорошо, красиво была украшена внутри парка. И в этом году парк культуры закупили новые вот лампы, гирлянды, поэтому оформление тоже ждем такое новогоднее. Дорогие гости, мне вот режиссер подсказывает, что звонок в студию. Добрый вечер, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. А что будет, здравствуйте, да, что будет для самых маленьких интересное, ну, на улице и вообще, где можно будет погулять с семьей во время этих дней? Получается, где-то неделя же будет, да? Спасибо большое за вопрос. Ну, как мы уже ранее проинформировали в рамках фестиваля вот 24-го на улице, вот на Орджоникидзе, погода будет не такая холодная, ну, надеемся. И вообще мы надеемся на снег, потому что у нас же еще и конкурс снега и льда, но снега сейчас мало. Мы должны дождаться снега до 20 числа, чтобы набрать достаточное количество кубов, чтобы у нас сформировались фигурки. 24-го вот на площади Орджоникидзе в течение дня можете прийти, посмотреть на эти персонажи. Можете прийти в начале, когда вот утром начинается, просто лед в квадрате стоит, и вечером пришли, а там уже что-то уже красивое сделано, персонаж сказок. Можно прийти, погулять. Ну и 30 ноября. Да, 30 ноября в Триумфе обязательно приходите, потому что не только вот на втором этаже, где беговая дорожка, но и внутри, в самом Триумфе, достаточно такая детская программа, мы готовим тоже представления, мастер-классы, вы сказали, да? Да, концертная программа детской школы искусств готовит, еще и отдельные вот коллективы, ансамбли тоже все принимают участие. Поэтому динамика будет, будут и какие-то акционные моменты, можно самим вот принять участие, поэтому можно смело прийти, переобуться, снять ватники и с утра, вот с обеда до вечера ходить в Триумфе. Там мероприятия практически все такие оживленные, не будет скучно. Будет всем интересно и вкусно. Ну и, конечно, да, 1 декабря в 5 часов ровно у нас зажжение начнется, долго ждать не будем. То есть,
представления театрализованного такого не будет. Наша цель зажечь елку. Все, чего так Да. долго ждут. Да, Мгм. да, и поэтому без опозданий, пожалуйста, все приходите в 5 Мгм. часов. Вот мы говорили как раз о подсветках ледовых скульптур. Вот кроме, ну и в средствах массовой информации сейчас уже начались выставлять фотографии о том, что у нас главная улица, проспект Ленина, начинает украшения, да, вывешивать световые. Кроме вот световых украшений по проспекту Ленина, еще что-нибудь планируется? Ну да, конечно. Во-первых, сами предприниматели будут, естественно, украшать все свои как бы точки, да, особенно по проспекту Ленина. По проспекту Ленина. А помимо этого узоры будут также, да, то, что окружная администрация украшает вот на светильниках, на фонарях везде. И также мы планируем, как в прошлом году, чтобы ледовые фигуры тоже у нас около наших основных предприятий по проспекту стояли, тоже подсвеченные, чтобы, если вот, допустим, идти будем Мгм. там от елки, например, республиканской, там городской, или потом колонну провождать, да, рядом идти, чтобы было ощущение праздника, чтобы везде было все максимально украшено, горело, светилось, и, в общем, была сказка. Раньше между предпринимателями, по-моему, даже конкурс был, да, на был украшение конкурс, входных был групп. конкурс, «Новогодний Якутск» он назывался, в прошлом году был, очень хорошо предприниматели в прошлом году сделали. В этом году мы тоже планируем, сейчас как бы посмотрим, в планах стоит. Мгм. В рамках к зима начинается, Да, Якутия, конечно, это все конечно, превращается, да? Конечно. Мгм. Что еще интересного нам ожидать? Ага, хочется еще вернуться обратно к фестивалю «Бриллианты Якутии». Вообще вот этот конкурс, он сейчас имеет достаточно такую серьезную содержательную, скажем так, Смысловую репутацию. Ага. Уже на международном уровне узнают наших мастеров, приглашают везде. И то, что вот в Санкт-Петербурге, я вот самые крупные называю, вот Мгм. Харбинский, да, фестиваль ледовых. Который в начале января, да, проводится? Да, Китай, конечно, он далеко, и вообще в целом... Недосягаем. Да, и провинции очень серьезно относятся к этой теме. Вообще тема льда и снега сейчас они за это очень как бы серьезно взялись. Вот, Именно скульптурной да, тематики. именно скульптурная тематика, как отдельное искусство, вид искусства. Очень сильно прорабатывают вопрос организации. Каждым годом вот именно туристический поток прибавляется благодаря этой теме, так же, как и у нас интерес каждым годом повышается же, да? И это именно относится к событийному туризму и так далее. Но вот что я хочу сказать. Наших мастеров в этом году пригласили в качестве жюри Харбинского фестиваля, и мы сейчас прорабатываем вопрос вот одного мастера именитого, который, может быть, несколько раз побеждал у нас, имеет такое видение свои, да, такие авторские. Собираемся отправить в Харбинский фестиваль. Благодарю Тоже. вас за то, что уделили время. А мы с вами, дорогие горожане, будем ждать наступления 1 декабря, долгожданного, когда у нас зажжется новогодняя ель, и мы встретим зиму, которая начинается у нас в Якутии. С вами была Любовь Сыроватская. До скорых встреч в эфире.